Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Переподготовка кадров – одно из важнейших направлений. Этому неуклонно уделяется огромное внимание. На особом контроле руководство республики остается трудоустройство и переобучение новым специальностям участников СВО. Об этом сегодня расскажет заместитель председателя Госкомитета Якутии по занятости населения Георгий Борисов. Георгий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с главного. Какие вообще возможности есть у участников СВО, которые хотят конкретно получить новую профессию, может быть, вернуться к трудовой деятельности? Кто может вообще воспользоваться программами профессионального обучения? Вопросы трудоустройства, содействия занятости участников специальной военной операции, они в приоритете в работе службы занятости. И организация именно курсов переобучения, профессионального обучения – это основное направление для содействия именно занятости. Они получают востребованную квалификацию и уже смогут трудоустроиться на востребованные на рынке труда профессии, найти свое место работы. Поэтому в данном направлении ведется большая работа. Здесь у нас несколько направлений. Во-первых, это, знаете, наверное, национальный проект «Кадры». Работает при этом национальном проекте федеральный проект «Активные меры занятости». И в рамках данного федерального проекта организуется профобучение граждан. Здесь участники СВО тоже стоят в приоритете, и они могут обратиться в службу занятости или онлайн тоже могут обратиться через работу в России и получить какую-нибудь профессию, необходимую для трудоустройства. Во-вторых, это в рамках нашей государственной программы содействия занятости населения Республики Саха-Якутия реализуются мероприятия по профобучению безработных граждан. Для того, чтобы пройти данное обучение, необходимо быть зарегистрированным в качестве безработного в службе занятости. Есть профобучение незанятых граждан. Здесь не обязательно быть безработным, просто надо обратиться в службу занятости и без регистрации в качестве безработного тоже пройти профобучение на трудоустройство в промышленной организации предприятия. И в-четвертых, это профобучение в ведущих образовательных организациях республики, например, это СВФУ, АГАТУ, АГИУИКИ, Университет культуры и искусства, и мой бизнес, например. Вот такие направления. Еще и в рамках национального проекта «Кадры», участники СВО могут пройти профессиональное обучение. Какие вообще направления и профессии сегодня наиболее востребованы? Можно ли человеку выбрать профессию именно самостоятельно, может быть? Да, конечно, в рамках национального проекта «Кадры», например, существует более 200 профессий. Из них сейчас у нас в республике возможно получить 62 профессии. Это стропольщики, машинисты кранов, слесари по ремонту автомобилей, слесари КПА. Такие профессии тоже они очень необходимы экономике нашей республики. И для того, чтобы получить это, надо обратиться в службу центра занятости населения по месту регистрации или месту нахождения. Или также посмотреть на нашем сайте, на сайте «Труд всем. Работа в России». А как вообще обычно проходит переобучение на практике, если смотреть, или куда необходимо обратиться участнику в случае, если он все-таки хочет подать документы? Сколько вообще, может быть, времени это занимает? Да, я назвал разные направления получения профобучения. По нацпроекту я уже сказал. Если они обратятся в службу занятости, наши инспектора, специалисты помогут выстроить индивидуальную траекторию, по которой уже человек может пройти обучение и в последующем трудоустроиться.
Во-вторых, это в рамках нашей госпрограммы, это профобучение безработных, это надо обратиться в службу занятости, уже быть зарегистрированным в качестве безработного, и тогда уже по линии службы занятости человек направляется на профессиональное обучение, получает, и уже заранее, когда человек направляется, наши центры занятости уже ищут для данного человека работодателя, и уже в действительности человек может обучаться уже под конкретного работодателя. А что делать вот человеку вот уже после получения новой профессии? Помогают ли специалисты службы занятости с поиском, да, подходящей вакансии? Да, обязательно. Вот я, как я сказал, когда уже подписывается договор по профобучению, для данного человека уже идет поиск работодателя, под вакансию которого человек может пройти вот это профобучение. Вот. Ага. Поэтому у нас процент трудоустройства после завершения относительно велик, более 80% окончивших трудоустраиваются, если только что-нибудь не помешает, человек передумает и так далее. Вот. Таких мало, да? Вот. А то, что касается переобучения именно незанятых, здесь уже под потребности определенных промышленных компаний тоже человек обучается. Главное, чтобы человек, который проходит обучение, он подходил под требования работодателей. Особенно промышленные компании, некоторые компании имеют определенные требования при поступлении на работу. А вот насколько работодатели сейчас готовы принимать участников СВО? Здесь тоже по нескольким направлениям отрабатываем. Например, в прошлом году у нас в республике внесены изменения в закон о квотировании рабочих мест. Если до прошлого года квотируемые рабочие места входили в 1% со всеми гражданами, испытывающими трудности в поиске работы, то сейчас, после внесения изменений, ветераны боевых действий в целом, они выведены в отдельную категорию, и для ветеранов боевых действий работодатели, превышающие численность работников 35 и выше, обязаны квотировать рабочие места. 2 и 3% в зависимости от численности работников. И сейчас по республике заквотировано 5350 рабочих мест, 800 работодателей уже заквотировали эти рабочие места, и в рамках квоты работают порядка 1500. То есть получается еще 4000 свободных рабочих мест, куда бы могли трудоустроиться участники специальной военной операции. Вот. Кроме того, мы в прошлом году сделали реестр вакансий, на которые могут трудоустроиться участники специальной военной операции. У нас их сейчас 3000. Этот реестр постоянно обновляется, так как вакансии это постоянно движущиеся. Сегодня вакансия есть, завтра нету, поэтому мы ее постоянно обновляем. Но вот эти 3000 пока сохраняются. А можем ли мы сейчас привести конкретные примеры, когда именно участник СВО прошел уже обучение, да, благодаря смог этому найти работу, да, освоить востребованную профессию вообще, и какие результаты сейчас уже есть по Якутии? Да, конечно, такие примеры есть. Вот, например, уроженец Мегино-Кадгаласского района был ранен, тяжело ранен, пришел, трудоустроился, и потом уже ему нужна была квалификация, которая подходит под его профессию, инвалидность, чтобы мог он работать. Да? Он прошел курсы по
в рамках национального проекта «Кадры» получил разряд сварщика, и теперь уже у того же работодателя уже в качестве сварщика работает. Вот, например, вот это, да. Есть другие примеры, когда инвалид второй группы, тоже военная травма, состоял на учете в Якутском кадровом центре и по программе обучения безработных получил сертификат, прошел обучение на охранника, и теперь уже он получил сертификацию в ООРКИН и теперь работает во вневедомственной охране. А вот какие еще помимо трудоустройства, да, переобучения, какие еще есть меры поддержки, которые доступны для участников СВО, может быть, членов их семьи в сфере занятости? Так, у нас в рамках государственной программы реализуется ряд мер. Это, конечно, во-первых, социальная адаптация, психологическая поддержка. Когда ребята возвращаются, их надо вернуть в мирную жизнь, вернуть в тот ритм работы, при которой люди работают в мирное время. И вот такие мероприятия, вот, как соцадаптация, психоподдержка, в этом очень помогают. Вот, потом обязательно проводится профориентация, каким направлением, к чему человек может работать, ну, у него какие навыки имеются и так далее. Профориентация. Помогают в составлении резюме при этом, ну и потом уже профобучение. Возможно, там помочь открыть собственное дело. Да. У нас есть мера по финансовой поддержке ребят, которые открывают собственное дело до 150 тысяч по линии службы занятости. Ну и напоследок, Георгий Иванович, давайте еще раз обозначим, куда обратиться участнику, да, СВО прямо сейчас, если он хочет получить новую профессию и вот найти работу. И что бы вы посоветовали сделать вот в первую очередь? Ну, во-первых, можно обратиться в центры занятости населения по месту регистрации или по месту нахождения. Вот, тогда наши инспектора могут помочь, дать консультацию, как что делать. Или человек может даже со своего собственного телефона зайти в портал «Труд всем. Работа в России» и подать заявление на поиск работы. Тогда на него тоже выйдут наши инспектора, сотрудники, ну и уже помогут реализовать и его мечты. При этом составляется индивидуальная программа траектории, программа человека, трудоустройства человека, и вот по этой индивидуальной программе человек проходит все вот эти меры поддержки, которые ему могут быть оказаны в рамках нашей деятельности. Спасибо, Георгий Иванович, что сегодня к нам пришли, рассказали действительно подробную информацию. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.